Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка. Сегодня у нас новая тема, урок 65. Едем отдыхать. Сегодня на уроке вы научитесь составлять небольшие рассказы описания, записывать небольшие словосочетания и предложения. Рассмотри и ответь, на каком транспорте могут путешествовать люди. Запишите в тетрадь виды транспорта. Составьте по картинке несколько вопросов. Это у нас задание, а вы внимательно посмотрите на картинку. А теперь давайте мы с вами поработаем. У нас виды транспорта делятся на следующие. Воздушный, авиаколлега, самолет, вертолет относится к воздушным транспортам, воздушному транспорту. Водному транспорту относится, яғни су көлігі на казахском, теплоход и лодка. Наземному транспорту жер үсті көлігі, поезд, автобус, машина, КАМАЗ, велосипед, мотоцикл, лошадь. Следующее задание. Опишите, выберите один из видов транспорта на картинке и составьте по схеме и плану рассказ описания, отвечая на вопросы. Первый вопрос. Как называется транспорт? Допустим, мы с вами возьмем поезд. Поезд к какому виду транспорта относится? Поезд относится к наземному транспорту. Какого цвета поезд? Поезд красного цвета. Какой величины? Поезд большой и длинный. Из каких частей состоит? Поезд состоит из вагонов и колес. Кем управляется? Управляется машинистом. Как используется людьми? Машинист водит поезд. А теперь, ребята, давайте мы с вами все вместе прочитаем текст и выполним задание к тексту. Итак, давайте все вместе. Прошлым летом на каникулах я ездил к дедушке и бабушке в деревню. В селе отдыхать хорошо. Там красивая природа. За деревней находятся поля. Дальше лес и речка. Мы постоянно ходили туда за грибами, ягодами и купаться. Во дворе у бабушки живут разные животные и птицы. Куры, гуси, утки, коза и 2 собаки, Тишка и Полкан. Еще я люблю играть в саду. Там прохладный и чистый воздух. В деревне у меня есть друзья Артем, Кайрат, Алия. Однажды мы нашли маленького вороненка, отнесли его к Артему домой и вместе ухаживали за ним. Вороненок поправился и теперь живет в сарае у Артема.
Артем рассказывает мне о нем по интернету. Следующее задание – самостоятельная работа. Ответьте, пожалуйста, где отдыхал мальчик? В лагере, в деревне, в лесу, в городе. Правильно, мальчик отдыхал в деревне у бабушки и дедушки, да? Назовите друзей мальчика и запишите в тетрадь. Тишка, Полкан, Артем, Кайрат, Алия. Да, друзья мальчика Артем, Кайрат, Алия. Вы пишите существительные, отвечающие на вопросы «кто?». Во дворе у бабушки живут разные животные и птицы. Куры, гуси, утки, коза и 2 собаки, Тишка и Полкан. Еще я люблю играть в саду. Там прохладный и чистый воздух. В деревне у меня есть друзья Артем, Кайрат и Алия. Значит, давайте мы с вами найдем существительные, отвечающие на вопрос «кто?». Внимательно рассмотрите. Правильно. Куры, гуси, утки, коза, собаки, Тишка, Полкан, Артем, Хайрат и Алия. Молодцы, ребята. Ребята, какое путешествие рекламирует эта веселая машина? Составьте из опорных слов мини-рассказ. Опорные слова: море, солнце, пляж, теплоход, крабы, купаются, загорают, строят, играют. Задание понятно, да, ребята? Спасибо всем за внимание. Урок окончен. До свидания.